Обращающая сторона, есть вопросы у вас? У меня нет. Выключите микрофон. У меня тоже нет, уважаемый суд, вопросов. Не имеется вопросов. Не имеется. Уважаемые коллеги, есть вопрос? Пожалуйста, Миргородович. Скажите, пожалуйста, вот по поводу промежуточного акта, которого вы сказали, что все-таки законодатель должен был быть логичен и предусмотреть те же нормы, не утрачивать силы статьи 7, 8, Да. Закон о введении в а действие. закон о введении в действие. То есть он должен был и там же указывать, правильно же? То есть Нет, 20, я за говорю, не 21 было год. такой необходимости. Возможно, например, в связи с тем, что, видите, там написано, лица, допустим, осуждены по уголовному кодексу, допустим, Ну, 97-го период года. действия Да, права во возможно, времени. надо было просто иную редакцию дать. Ну, по крайней мере, вы считаете, что в промежуточных актах законодателя, когда переходных положениях, должны были быть указаны эти нормы? Или это нет необходимости? Нет, обязательно. Когда принимаются, скажем, такие фундаментальные законы, которые влияют напрямую судьбу людей, граждан, потерпевших, Понятно. подсудимых, обвиняемых, конечно, должны быть Понятно. именно конкретно, четко расписаны. Но здесь... Ну вот как раз-таки там вопрос идет о действии права во времени, да? Касательно вот насколько правила 97-го года должны распространяться на те действия, которые, в будущем, в том числе и снятие судимости, досрочное снятие судимости. Но у нас же есть принципы Уголовного кодекса, действия права во времени. То есть не было бы достаточно, или, может быть, было бы достаточно просто этих принципов, указанных в Уголовном кодексе, не указывая в промежуточных Нет, актах. мы же исходим из того, что Уголовный кодекс, он такой фундаментальный документ, но порядок применения, он складывается из подзаконных актов, складывается судебной практики, с постановления Пленума Верховного Суда. Поэтому в данном случае, видите, законодатель пошел на то, чтобы, например, пункты 7-8, части, то есть 7-8 закона о введении, он пошел на их утрату, вместо того, чтобы, который сказать, это Уголовный кодекс, который в 19 году, в редакции 17, надо было заменить словами Уголовный кодекс 21 года и, возможно, оставить действие. Потому что, видите, между 17 и 21 кодекс 19 и, получается, стала такая законодательный вопрос, а что с этими нормами делать? Потому что этого кодекса мы сейчас утрачиваем. Возможно, надо было там редакцию части 7-8, может, в иной редакции дать, да, и сослаться на кодекс уже 21 года. Но судам не запрещается применять те нормы в интересах наших граждан. Но я считаю, что ответ на ваш вопрос, что переходные положения должны, потому что это есть вопросы правоприменения, есть вопросы следствия, уровень следователей, суды. Там должны быть эти законы, которые именно, чтобы не было различного понимания, различного толкования. У вас есть вопрос? Да. Пожалуйста. Я тоже в продолжение этого вопроса тогда задам. Насколько я поняла, что касается клиентов, наших представителей обращающей стороны, вопрос понятен. То есть суды должны были применить нормы того кодекса, когда они совершили эти преступления. Но что касается, как вы только что сказали, в переходных положениях к кодексу 21 года этой нормы нет. То есть в данном случае лица, которые совершили преступление уже после 21 года, они утрачивают это право на снятие судом судимости, так? Да. То есть в этой части вы признаете, что в этой части их права ухудшены? Их права не ухудшены, они совершили преступление по действующему закону, когда уже не было достаточных. Я могу сказать, они права ухудшены, если в отношении них не применяется. Тогда да. Вот. Но если человек совершил преступление после 1 января 2019 года, извини, соответственно, процедура и общение с государством, обществом должно проходить по новым правилам. Это понятно. Ага. То есть в данном случае мы говорим по новым правилам, в данном случае эти лица утрачивают это право. Да, потому что они совершили в этой период части, действия в этой части, другого да, закона. Да, я хочу сказать, что вы признаете в данном случае, что права осужденных на самом деле, да, ухудшены. Нет,
Я говорю, права, если речь ухудшена, мы можем сказать, если человек по старому кодексу совершил и сейчас в отношении его не применяется, да. Но если человек совершил Поняла. в период действия нового, Понятна его ваша права позиция, никак да. не ограничиваются. Понятно, да. Еще один вопрос в таком случае. Да? Вот сроки погашения, которые есть, на сегодняшний день остаются у человека только дожидаться, пока сроки его погасятся, и потом у него судимость закроется. Вот эти сроки, по вашему мнению, вы тоже как бы представители были, скажем, законодательной ветви власти, поскольку вы подписывали эти законы, да? Хочу спросить, какой характер они носят в данном случае? Вот эти сроки погашения. После того, как человек, как вы говорите, 15 лет отбыл, еще 10 лет он 10 обязан. лет, что, какой характер они носят? Скажите мне, пожалуйста. Обременительный, они носят, действительно, человек, возможно, за 15 лет перевоспитался и в дальнейшем не нуждается в воспитании, но государство, конечно, говорит, еще 10 лет ходите, отмечайтесь, ограниченных правах, оружие, владение, госслужба, много вопросов, тоже вопросы усыновления. Они, да, но это закон, мы служим закону. В данном Но случае если вы кто-то законодатель. инициирует, чтобы эти сроки снизить, или может их вообще убрать, но это уже вопросы не моей компетенции. Понятно. Следующий у меня вопрос в таком случае. Да, вот вы тоже работали судьей, да, долгое время. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, законодатель установил в свое время, что день содержания в СИЗО считается как за 2 дня? Почему, по вашему мнению? И почему сейчас законодатель Отменяет, отказался от этого, скажем... Статья от этой 42 Уголовного кодекса Киргизской ССР, 42 статья, предварительное заключение, раньше всегда засчитывалось день за день. Это было с основ законодательства СССР еще 58-59 годов. И до 97 года день за день всегда шла 42 статья Уголовного кодекса Киргизской ССР. В 97 году было принято решение почему-то считать день за 2, да. Я, например, в 97 году еще был студентом, поэтому не могу ответить, почему. Я могу предположить. Да, возможно, ваше предположение в данном да, возможно, предположение это было связано политикой государства на гуманизацию, на то, что... Ну, возможно, я не знаю. Я сейчас же говорю, мое предположение, что государство все-таки независимость приобрела первые годы, первые 5-6 лет, первый наш Поняла уголовный вашу кодекс, позицию. поэтому... Поняла вашу Да, позицию, да. И тогда еще один вопрос, практического характера. Содержание в СИЗО и содержание, скажем, в других Колония общего исправительных режима. учреждениях, они отличаются или нет? Ну да. Хуже, лучше? Насчет хуже, лучше нет. По, например, в колониях, ну, сейчас колонии поселения, там режим вообще просто общий режим для впервые осужденных за преступления, да, мы, не умышленные. говорим, да, мы не говорим о правовом характере, мы говорим о практическом, это практический вопрос. Они хуже или лучше? Я не был ни там, и не хорошо. могу сказать. Всё, мы спросим тогда МВД. Спасибо. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Ну, касательно, скажем так, правовых последствий судимости, да, когда я говорил вообще о других системах права, я имел в виду всего лишь объем, скажем, природу распространения последствий судимости, скажем, объем, сферу распространения судимости на все стороны человеческой жизнедеятельности, оно насколько отличимо от, скажем, других систем права, да? Оно совершенно несоизмеримо. Я с этой точки зрения, да, исходил. Теперь вы мне ответьте на такой вопрос. Очень, скажем так, вот как вы рассматриваете... Вы все время говорите об ограничении. Сейчас речь не идет об ограничении, да? Мы не говорим, возможно, и, в общем-то, обращаясь сторона тоже не говорила об ограничении. Они говорили об умалении. Что такое умаление? Умаление – это когда предоставляется объем каких-то прав, который, кстати, не ограничен Конституцией. Он может предоставляться намного больше, чем это предусмотрено Конституцией. Это дело общества, это дело законодателя. Да? Умаление – это означает, что ты снижаешь тот объем прав, который ты ему уже предоставил. Вот в чем дело, как нужно. И вот с этой точки зрения вы не считаете, да, что это является умаление и является уменьшением объема прав, которые были предоставлены ранее законодателем? Или это не является уменьшением того объема прав, которые им были предоставлены? Вот речь о чем идет, не об ограничении.
И не о я математике, согласен. и не о Да. математике. Вопрос в другом, видите, да, если взять глобально, например, граждане Кыргызской республики до 1 января 2019 года имели вот такой объем, сейчас чуть меньше стало. Считается ли это умалением? Да, правильно я вас так мысль в целом? Нет, Что раньше были больше прав, когда они сидели день за два, имели на УДО, условно-досрочное погашение, это был один объем, сейчас стал другой объем, правильно? То есть, чтобы... Я считаю, что в данном случае это не будет, то есть это, вот так глобально если посмотреть, да, умаление, но мы связываем это все с временем совершения преступления. То есть, если ты совершил бы преступление, ну, получается, выгоднее было раньше совершить, чем сейчас, что ли, но уголовный закон, он применяется по времени. Сейчас совершил, сейчас пользуйся тем объемом прав, Алмазбек Тавалдыевич, мы сейчас вообще, я скажу так, мы разобрались относительно вопроса действия закона во времени. Мы с этим разобрались. Вы согласились, в общем-то, даже вот с позиции, скажем, обращаясь страны по этому вопросу, да? Вопрос в другом, да? Конституция, хотя она менялась за это время неоднократно, да, но тем не менее вот этот постулат, он сохраняется, да, и как раз мы говорим о том, объем прав, да, объем прав в данном случае уменьшается или не уменьшается. И здесь не зависит от того, что принят был закон в 1997 году, мы сейчас не ведем речь о времени. Мы как раз-таки говорим о существенном изменении, да, о существенном изменении правового регулирования, о подходе законодателя к определенной правовой ситуации при его разрешении. И вот он, раньше подход у него был такой, к регулированию этого, да, с предоставлением, скажем, определенного объема прав, да, и сейчас он изменил свой подход. И вот с этой точки зрения ваша позиция сейчас как бы необходимо нам услышать вашу позицию. С этой точки зрения. Является это умалением или отменой, ну здесь в данном случае даже, ну, или не является? Вот с учетом, как я вам сказал, с учетом, да, тех правовых последствий, которые касаются вообще, вот, скажем, вот этого института, да, снятия судимости, да, и его правовых последствий. Я говорю, вообще наша система права же, он живой организм, он меняется с годами. Конституция 93 год, основные постулаты, они не менялись. Что высшая ценность – это жизнь человека, его свободы, права. Но система, например, уголовного правосудия, она менялась постоянно. Да? И если сейчас, например, какая-то система поменялась, законодатель поменял подход, принял новый проект, да, мы не можем это расценивать умалением. То есть, получается, высшая точка уголовного правосудия, самая мягкая, она должна не меняться, она должна быть только в сторону смягчения идти, мы не можем говорить. Да, система правового регулирования поменялась, она где-то стала жестче. Но сказать жестче я тоже далек от мысли. Например, Уголовный кодекс, тот же 97-й, который любят, ну, на который ссылаются наши оппоненты, например, максимальное лишение свободы было 20 лет. По совокупности приговоров было 30 лет. Ранее мера пресечения под стражу заключалась за преступление свыше 3 лет. Это были такие, скажем, почти высшее, ну, пожизненное лишение, когда 30 лет по совокупности приговоров. Например, новые кодексы, например, за одно преступление максимальное наказание это 15, снизили на 5. Совокупность приговоров 20 лет, на 10 лет снижена. Мера пресечения в виде заключения под стражу применяется за преступление только свыше 5 лет. Да? Ну, это плюсы. То есть нельзя все время, то, что я прошу прощения, может, математика неправильно выразился, но есть и плюсы в этой системе. Например, что правосудие, например, она говорит, что да, давайте людей не будем вот так сажать, снизим сроки, будем только относиться. Некоторые, да, если мы пройти по статьям, некоторые преступления, которые по старому кодексу относились к тяжким преступлениям, сейчас имеют статус менее тяжких преступлений. И однозначно говорить, что государство идет только в сторону ухудшения, умаления прав, я далек от этого, поэтому я не считаю это умалением, потому что это может иные методы. Хорошо. Теперь, знаете,
вообще, поскольку мы рассматриваем вопросы права, у нас могут быть разные конструкции вопросов, которые мы задаем судьи, да? К этому нужно Пожалуйста, я правильно готов относиться, да? ответить. Поэтому мне не нравится та конструкция, которую я хочу вам сейчас задать, этот вопрос, да? Относительно снятия судимости, да? То есть законодатель, вот, исходя из того, что вы говорите, да, очень хорошие, в общем-то, мысли относительно того, что он меняет свои подходы и в позитивном смысле, с вашей точки зрения, меняет подходы к решению каких-то правовых проблем. И вот, например, снятие судимости. А не нужно ли было, например, снимать, да, последствия, да, правовые последствия, которые предусмотрены во всей правовой системе, касательно, насколько влияет судимость на жизнь человека, а потом уже подходить к уменьшению, как вы говорите, или даже не уменьшению, чтобы убрать вот это как уже ненужное, да, скажем, снимать судимость, какая необходимость есть, если он практически не влияет на твою жизнь. В исключительных только случаях, да, там, в исключительных случаях, если ты там связанная с госслужбой, там, с избранием судьи и тому прочее, да, где на самом деле является допустимым ограничением. Почему я об этом говорю? Потому что по этому поводу у нас есть решение, да, по этому поводу. Но здесь речь идет вообще о всей проблеме. То есть нужно с какой стороны начинать? Снимать судимость? Вот снимать, скажем, право о снятии судимости, там, да, лишать, или же нужно было разбираться с теми последствиями, которые предусмотрены всей правовой системой, касающейся вообще судимости. Вообще вопрос понятен, да, вам? Ну, давайте... Вот вы говорите подход, вы говорите, что вот жизнь меняется, сейчас законодатель меняет. Вот хорошо, с какой стороны законодатель должен подходить к решению подобных вопросов? С какой стороны? Снизу или сверху нужно начинать, как говорится, да? Вот в данном случае какое решение состоялось? Скажем, не затронув вопросы, да, полноценно, не исследовав вопросы вообще правовых последствий, судимости, как вообще это может отражаться на судьбе человека? Как вы сами привели пример, 15 лет отсидел, еще и 10 лет практически, ну, Несет человек, бремя, да? почти не человек, да, можно сказать, почти не человек, да, еще 10 лет после того, как он уже отсидел. И вот с чем законодатель должен был заниматься? Снятием вот этого вопроса, да? И именно это было важнее, да, в данном случае это получается с точки зрения законодателя важнее. Получилось вот таким образом. С какой стороны нужно начинать? Я считаю, что как раз вы вообще... сказали о подходах. Нет, об конечно, изменении подходов. Я считаю, что вообще вопросы института судимости, мне кажется, законодатель должен провести какое-то исследование. Например, есть фундаментальные какие-то права, грубо говоря, право на труд. Возможно, требования о справке о отсутствии судимости, возможно, необходимо законодательно снять. Например, не думаю, что каждый человек, который вышел из тюрьмы и сразу идет в правоохранительный или в судебный орган. Возможно, такие ограничения оставить. Но простые вопросы выезда за границу, возможность поехать за рубеж работать, возможность, скажем так, усыновление, возможность, там, я не знаю, какие еще ограничения. Ну, сейчас, если не готовился к этому вопросу, но эти вопросы, возможно, подлежат пересмотру в той части, где есть фундаментальные права человека. Например, тот же вопрос почти стать на учет, получить паспорт. Опять же, какие-то, может, есть препоны, я не специалист в области. Но эти, конечно, вопросы необходимо исследовать, изучить и какие-то вопросы принять, чтобы судимость, она, да, защищала в целях защиты прав и свобод других граждан, но не унижала человека как в целом. Да. Вы согласны с тем, что снятие судимости в определенной степени являлось улучшением, да, правового положения, статуса человека, который был осужден и отбыл меру наказания? Я здесь не согласен. Здесь опять мы возвращаемся к вопросу времени. Например, клиент Есении Арстамбековны, он, например, 5 лет не хотел усыновлять, почему-то через 5 лет и 2 месяца он решил конкретно усыновить. А до этого 5 лет он был согласен. Через 5 лет 1 месяц говорит, нет, я хочу тем-то, да? То есть вопрос во времени. Ваша позиция ясна. Спасибо. Так.
Скажите, пожалуйста, вот у нас в Уголовном кодексе институт рецидива исключен, правильно же? А вот есть взаимосвязь вот этого исключения института рецидива и взаимосвязь исключения досрочного снятия судимости? Нет, как было, почему было, скажем, ликвидирован институт рецидива? Человек должен отвечать только за то действие, которое он совершил, а не за историю своей жизни. Да? Это вот основной постулат. Два человека одинаково курицу воруют, один получает штраф, второй от 5 до 7, потому что у него рецидив, это 3-е и 4-е, скажем, совершение. Но снятие, конечно, досрочное снятие судимости, они в какой-то мере, конечно, связь имеют, потому что человек мог когда-то быть несколько раз судим, досрочно став судимость, при совершении нового, он идет как впервые, лицо впервые совершит. То есть в старом кодексе, конечно, это была, взаимосвязь была. Но коль мы отказались от этого института, что человек должен нести только ответственность за то, что он совершил, а не за историю жизни, то сейчас как бы, я связать Всё не ясно. могу. Присаживайтесь. Спасибо.